Под клетчатой кухонной скатертью, прямо у раскаленной чугунной батареи, дрожащие пальцы моего сына трижды сжали мое колено. Раз, два, три. Коротко, до спазма в суставах, как бьют сигнал бедствия стонущего судна. Это был наш старый забытый код из его тяжелого детства, который означал только одно: «Папа, мне страшно, вытащи меня отсюда». Я вздрогнул, едва не опрокинув на себя кружку с остывшим чаем. Меня зовут Михаил Сергеевич Крылов. Мне 62 года, и я майор уголовного розыска на пенсии. Сейчас я просто уставший старик с ноющей поясницей. Днями и ночами я пялюсь в мониторы видеонаблюдения в каморке серого бизнес-центра, охраняя чужие офисы и чужой покой. Моя жизнь давно превратилась в день сурка. Утренний растворимый кофе, гул оживленного шоссе за окном панельной пятиэтажки, скрип старого паркета, да редкие звонки от единственного сына Никиты. И вот теперь мой мальчик сидит напротив, сжимая мою ногу так, словно держится за край пропасти. А рядом с ним сидит и улыбается идеальная женщина, которая пришла, чтобы отнять у него все. Все началось за 3 недели до этого проклятого ужина. Стоял глухой промозглый ноябрь. Небо висело низко, прямо над крышами соседних панелек. Снег смешивался с грязью, не успевая коснуться асфальта. Отопление в доме шпарило так нещадно, что приходилось держать форточку открытой. В комнату тянуло сыростью и выхлопными газами от утренних пробок. Я сидел на кухне, листал ленту новостей в телефоне и слушал, как свистит старый чайник. Экран мигнул. Пришло уведомление от банка. Перевод по номеру телефона. Следом зазвонил сам аппарат. «Пап, привет!» Голос Никиты звучал как-то непривычно звонко. «Я тебе там немного денег закинул. Коммуналку закрыть за этот месяц. Ты дома на выходных?» «Дома, сынок. Куда ж я денусь со своей подводной лодки? Спасибо за помощь. Случилось чего?» «Случилось, пап. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Мы приедем в субботу к 5. Накрой на стол, ладно?» Я положил трубку и долго смотрел в окно на серый двор-колодец. В груди разлилось странное тепло, смешанное с тревогой. Моему Никите недавно стукнул 31 год. Он вырос умным парнем, стал большим начальником в отделе программистов, сам закрыл ипотеку на бабушкину двушку. Но в жизни он оставался слепым котенком. Компьютерный код он читал с закрытыми глазами, а вот людей не понимал совершенно. Девушки у него давно не было. Он рос тихим, домашним, вечно ищущим тепла, которого я не додал ему в детстве, пропадая на суточных дежурствах в лихие 90-е. В субботу я готовился как к смотру. Выдроил полы, протер пыль с корешков книг. Сходил в магазин у дома. Взял хорошей колбасы, сыра, красной рыбы по акции. Запек курицу с картошкой. Коронное блюдо холостяка. Они позвонили в дверь ровно в 17:00. Я щелкнул замком. На пороге стоял мой сын. Он светился так, будто выиграл в лотерею. В новом пиджаке, постриженный в модном барбершопе, с букетом для приличия. А рядом стояла она, Лера. Она перешагнула порог, и моя тесная прихожая сразу показалась еще меньше. От нее пахло дорогим тяжелым парфюмом, чем-то сладким и одновременно медицинским. Идеально уложенные волосы, дорогое бежевое пальто, взгляд цепкий, сканирующий. Она улыбнулась, обнажив безупречно белые зубы, но глаза остались холодными. «Михаил Сергеевич, очень рада. Никита столько о вас рассказывал». Мы прошли на кухню. Лера села на старую табуретку с такой грацией, словно это был трон. Ее брендовая сумочка легла на клеенку рядом с соломкой. Контраст резал глаз. Поначалу разговор тек гладко. Я наливал чай, резал пирог. Никита глаз с нее не сводил. Он ловил каждое ее слово, каждую улыбку. А Лера говорила много и красиво.
Она рассказывала, что работает независимым финансовым аналитиком, упоминала сложные термины, сыпала словами вроде «диверсификация», «пассивный доход», «выход из зоны комфорта». Я кивал, пил чай и слушал. 30 лет в розыске научили меня одному правилу. Слушай не то, что говорят, а то, как дышат при этом. Она не дышала любовью к моему сыну. Она работала. Каждое ее движение было выверено. Как она невзначай касалась его руки, когда он пытался вставить слово. Как она мягко, но властно перебивала его. Через час беседа сделала резкий поворот. «Михаил Сергеевич, мы ведь к вам не просто так приехали», — Лера отодвинула чашку. Голос ее стал бархатным, доверительным. «Мы с Никитой решили строить будущее. Настоящее будущее, а не сидеть в ипотечных стенах». Никита суетливо поправил очки. «Да, пап. Понимаешь, сейчас уникальное время. Лера вывела меня на закрытый клуб инвесторов. Они занимаются параллельным импортом электроники из Дубая. Прибыль 200% годовых. У меня внутри что-то оборвалось. Я аккуратно положил вилку на тарелку. «И сколько нужно вложить в этот клуб?» — спросил я спокойно, хотя сердце начало отбивать глухой ритм. Лера взяла инициативу в свои руки. «Порог входа высокий, но мы нашли решение. Никита продает свою квартиру. Деньги мы переводим в криптовалюту и кладем на безопасный эскроу-счет моих партнеров. Через 4 месяца мы снимаем сливки, покупаем загородный дом и еще остается на свадьбу. Все легально, все документы я уже проверила». Я посмотрел на сына. Он сидел бледный, но очарованный. «Квартиру, значит? Бабушкину? Единственное твое жилье? Пап, ну ты мыслишь старыми категориями», — горячо зашептал Никита. «Это же инвестиции. Деньги должны работать. Мы все уже решили. Завтра идем оформлять сделку у нотариуса. А пока Лера помогает мне с выводом средств через криптобиржу. Там сложная система авторизации через госуслуги. Она все настроит». Я молчал. Я смотрел на эту ухоженную, красивую женщину. В ее глазах не было ни страха, ни стыда. Только холодный расчет. Я видел таких сотни раз. Они обирали доверчивых пенсионеров, разводили одиноких мужиков, оставляя их с кредитами и петлей на шее. «Лера», — я наклонился чуть вперед, — «а если схема прогорит? Кто будет отвечать? Дубайские партнеры?» Она снисходительно улыбнулась. «Риски всегда есть, Михаил Сергеевич. Но кто не рискует, тот всю жизнь работает в охране за копейки, верно? Мы с Никитой доверяем друг другу. У нас общие цели». Она положила свою идеальную руку на шею моего сына. Это был жест хозяйки, успокаивающий послушного пса. Никита сглотнул, опустил глаза и замер. Я хотел было ударить кулаком по столу, хотел заорать матом, вышвырнуть ее за дверь. Но я понимал, одно резкое слово, и сын встанет, уйдет вместе с ней и навсегда заблокирует мой номер. Она уже прочно сидела в его голове. Именно в эту секунду, в этой звенящей кухонной тишине, прерываемой лишь гулом машин за окном, я почувствовал движение под столом. Холодная, потная ладонь Никиты легла мне на колено. 1, 2, 3. Сильно. До судороги. Он все понимал. Какой-то маленькой, уцелевшей частью своего рационального ума он осознавал, что летит в пропасть. Но вырваться сам уже не мог. Она держала его на каком-то страшном эмоциональном крючке. Я медленно выдохнул. Мышцы лица привычно расслабились, превращаясь в непроницаемую маску опера. «Что ж, дело молодое», — сказал я ровным голосом, наливая себе еще чая. «Дубай так Дубай. Но такие дела с наскока не делают. Давайте-ка выпьем за ваше будущее, а детали обсудим. Мне ведь тоже, знаете ли, свои похоронные накопления пристроить куда-то надо. Может, и меня в свой клуб возьмете?
Глаза Леры на долю секунды расширились от жадности. Крючок был заброшен. Теперь начиналась моя игра. Я закрыл за ними дверь, щелкнул тяжелым языком старого замка, провернул ключ на 2 оборота и замер. В крошечной прихожей еще долго висел этот удушливый, приторно-сладкий запах ее дорогих духов. Он смешивался с привычным запахом старых ботинок и влажной штукатурки, отчего к горлу подкатывала легкая тошнота. Я прислонился лбом к прохладному дермантину обивки. В квартире стояла такая оглушительная тишина, что было слышно, как на кухне капает вода из неплотно закрытого крана. Капля за каплей. Время пошло на часы. Я помнил, как блеснули ее глаза, когда я закинул наживку про свои похоронные сбережения. Жадность. Первобытная, ничем не прикрытая жадность хищника, почуявшего свежую кровь. Валерия решила, что сорвала джекпот. Зачем довольствоваться одной квартирой парня, если можно выдать досуха еще и его старого дурака-отца? Уходя, она сунула мне свою визитку с тисненными золотыми буквами и пообещала позвонить в понедельник, чтобы обсудить индивидуальный инвестиционный портфель. Я вернулся на кухню. Сел на ту самую табуретку, где час назад сидел мой сын. Правое колено все еще ныло от его мертвой хватки. 3 сжатия. Короткие, судорожные. Память — жестокая штука. Она не спрашивает разрешения, просто бьет под дых, выбивая весь воздух из легких. Я закрыл глаза, и тесная кухня панельной хрущевки растворилась. Меня отбросило на 24 года назад, в свинцовые, голодные 90-е. Тогда мы с матерью Никиты уже год как тяжело и грязно развелись. Она быстро нашла себе нового мужчину, какого-то мутного коммерсанта с золотой цепью поверх спортивного костюма, который вскоре начал беспробудно пить. Я тогда сутками пропадал на службе. Домой приходил только, чтобы упасть лицом в подушку. Молодой, глупый, зацикленный на работе опер. Я думал, что алиментов и редких встреч по воскресеньям достаточно. Пока однажды мне не позвонила соседка бывшей жены. Я помню тот вечер до мельчайших деталей. Запах немытого подъезда, перегоревшая лампочка на лестничной клетке. Я вынес хлипкую деревянную дверь плечом. В квартире воняло кислым перегаром и дешевым табаком. Сожитель бывшей жены спал на диване в зале, раскинув руки. Матери дома не было. А Никита, моему мальчику, тогда едва исполнилось 7 лет. Я нашел его в тесной кладовке среди старых пыльных пальто и пустых банок. Он сидел на корточках, обхватив худыми ручками острые коленки. Он даже не плакал. Он просто смотрел в одну точку, огромными, темными от ужаса глазами. Я молча взял его на руки, завернул в свое форменное пальто и унес. Больше он в ту квартиру не возвращался. Мы ехали в пустом, промерзшем ночном трамвае. Желтый свет ламп тускло освещал пустые сиденья. Никита сидел у меня на коленях, спрятав лицо на моей груди. Его бил крупный озноб. Я гладил его по жестким, торчащим во все стороны волосам и не находил слов. Что я мог ему сказать? Что я виноват? Что я просмотрел? «Пап», — вдруг тихо сказал он тогда, «а если мне снова станет страшно, а сказать нельзя?» Вдруг он услышит. Я крепко сжал его худенькое плечо. «Если тебе будет страшно, а сказать нельзя, просто сожми мою руку или ногу 3 раза. Вот так. 1, 2, 3. И я пойму. Я все брошу и вытащу тебя. Слышишь? Что бы ни случилось». Он кивнул. И тут же, прямо в трамвае, его маленькая ладошка трижды сжала мое колено сквозь грубую ткань брюк. Он проверял, работает ли связь. Связь работала.
Я открыл глаза. На кухне было темно, только свет уличного фонаря пробивался сквозь голые ветки тополя за окном. Моему сыну 31 год. У него зарплата с 6 нулями, дорогой ноутбук и должность начальника. Но под столом, рядом с этой холеной тварью, он снова стал тем самым перепуганным 7-летним мальчиком из темной кладовки. Она как-то его сломала. Нашла болевую точку, зацепила за чувство вины, за его вечный страх одиночества, за неуверенность в себе. Такие женщины чувствуют чужую слабину за километр. Она методично изолировала его от мира, внушила, что только она одна понимает его истинную ценность. А теперь готовилась снять урожай и выбросить пустую оболочку на мороз. Я встал, подошел к раковине и пустил ледяную воду. Умыл лицо, долго тер щеки жестким полотенцем, пока кожа не загорелась. Хватит раскисать. Пора работать. Ранним утром воскресенья город был похож на черно-белую фотографию. Густой туман висел над мокрыми крышами. Я надел старую теплую куртку, натянул шапку поглубже и пошел к метро. Мой путь лежал на другой конец города. В метро пахло криозотом и мокрой шерстью чужих пальто. Люди ехали, уткнувшись в телефоны, пряча глаза от яркого света вагонных ламп. Я смотрел на свое отражение в темном стекле дверей и мысленно выстраивал план. Мы договорились встретиться с Аней в неприметной Хинкальной у конечной станции метро. Александр Петрович для своих просто окунь. Мы вместе топтали асфальт в одном отделе больше 15 лет. Саня ушел на пенсию раньше меня, вовремя подсуетился и осел в службе безопасности одного очень крупного банка. Там у него был доступ к таким базам данных, о которых обычные смертные даже не догадывались. Хинкальная встретила меня густым запахом вареного теста, кинзы и дешевого черного чая. Помещение было пустым, если не считать 2 сонных таксистов за угловым столом. Саня уже сидел у окна. Он сильно сдал за последние годы. Поредевшие волосы, мешки под глазами размером с хороший кошелек, потертый свитер под добротным пиджаком. Но глаза остались прежними, колючими, цепкими, живыми. Мы крепко пожали руки. Саня заказал 2 порции горячих хинкали и чайник самого крепкого чая. «Ну, рассказывай, старый». Окунь прищурился, размешивая сахар в граненном стакане. «Ты просто так по воскресеньям в такую рань не звонишь. Выглядишь так, будто смену в шахте отпахал. Случилось чего с Никитой?» Я молча достал из внутреннего кармана куртки визитку, которую мне оставила Лера. Золотое тиснение на плотном черном картоне. Валерия. Независимый финансовый консалтинг. Криптоинвестиции. Саня взял карточку 2 пальцами, покрутил на свету, хмыкнул. «Красивая бумажка. Дорогая. Прямо пахнет легкими деньгами и тяжелыми сроками. Что она натворила?» Я рассказал ему все. Про ужин, про дубайские схемы, про продажу квартиры и про те самые 3 нажатия под столом. Саня слушал внимательно, не перебивая. Он ел обжигающее мясо, вытирал губы бумажной салфеткой и мрачнел с каждой минутой. «Квартиру, значит, в крипту перегнать хочет», — наконец произнес Саня, отодвигая пустую тарелку. «Схема старая, как мир, только обертка новая. Раньше МММ было, теперь вот крипта и Дубай. И мальчишка твой поплыл, говоришь?» Поплыл Саня, совсем слепой. Она в него вцепилась мертвой хваткой. Я ему вчера напрямую ничего не сказал, спугнул. Она ведь наверняка его уже накачала нужными мыслями. Скажет ему: «Твой старик нам завидует, он в новом мире ничего не понимает, тянет нас на дно». И он ей поверит. Он сейчас под гипнозом. Окунь кивнул. Он достал из портфеля тяжелый служебный планшет. Ввел длинный пароль. «Номер телефона на визитке реальный?» «Да.
Вчера при мне Никита по нему ей звонил, когда они такси вызывали. Саня вбил цифры в какую-то специальную поисковую строку. Экран моргнул, загружая данные. Окунь надел на нос очки с толстыми стеклами и начал вчитываться. Тишина за нашим столиком стала почти осязаемой. Я слышал только гудение старого холодильника с напитками у барной стойки. Минуты через 3 Саня медленно снял очки и протер глаза. «Ну что я могу тебе сказать, Миша?» Его голос стал тихим и жестким. «Девочка твоя — профессионал высшей пробы. На ней клейма ставить негде». Он развернул планшет ко мне. Экран пестрел выписками из баз данных, красными флажками судебных приставов и архивными справками. Знакомься. Никакая она не Валерия. По паспорту она Эльвира, родом из глубокой провинции. В Москве крутится последние лет 8. Официально нигде не работает с 19-го года. Зато за ней числится 2 брака. Оба бывших мужа из IT-сферы или около того. Такие же тихие, умные ребята с хорошими зарплатами, как твой Никита. Я почувствовал, как к горлу подступает ком. И что с ними сейчас? Первый, Саня ткнул толстым пальцем в экран, продал добрачную недвижимость, взял кредитов на 5 миллионов и перевел все в какой-то мутный кооператив. Эльвира испарилась через неделю после перевода денег. Парень пытался судиться, да только все было оформлено добровольно. Никакого принуждения. Любовь же. В итоге сейчас живет у матери, работает на 2 ставки, половину зарплаты отдают приставам. «А второй?» — глухо спросил я. Второй оказался умнее, но не сильно. Вскрыл махинации до того, как продал квартиру. Хотел пойти в полицию. Так эта Эльвира написала на него заявление об изнасиловании и побоях. До суда не дошло, забрала заявление за отступные. Вытрясла из него машину и все накопления. Девочка работает чисто. Подводит клиента к пропасти, завязывает глаза и просит сделать шаг. Я смотрел на сухие строчки официальных отчетов, и перед глазами стояло лицо моего сына. Его доверчивая улыбка, когда он поправлял очки. «Миша», — Саня положил руку мне на плечо, — «тебе нельзя идти к сыну с этими бумагами. Ты его не спасешь. Ты его убьешь этим. Она сейчас для него божество. Если ты попытаешься открыть ему глаза силой, он возненавидит тебя. Она выставит эти документы как происки врагов или твою паранойю. А если поймешь, что запахло жареным, просто заставит его взять микрозаймы и сбежит в закат. Я знаю, Саня, я знаю». Я смотрел в остывший чай. В его мутной глубине плавали чаинки. Мой мозг полицейского, спавший долгие годы под толстым слоем пенсионной скуки, просыпался. Шестеренки начали вращаться со скрипом, высекая искры. «Если мы не можем показать правду Никите», — медленно проговорил я, поднимая взгляд на друга, «значит, нужно сделать так, чтобы она сама сорвала маску прямо при нем. Ей нужны деньги, большие деньги. Я вчера сказал ей, что у меня есть накопление. Сказал, что хочу войти в их клуб». Саня усмехнулся. В его глазах мелькнул знакомый азарт старого охотника. «Ловля на живца? Рискованно, Миша. Она пуганая, осторожная. Просто так не клюнет». «Клюнет», — твердо сказал я. «Жадность всегда отключает разум. Мне нужно будет встретиться с ней 1 на 1, показать ей, что старик готов отдать все до последней копейки. Но условия игры буду диктовать я». Саня захлопнул планшет. «Я скину тебе все досье на защищенную флешку. Посмотришь, какие там были счета, адреса, фамилии подельников. Там целая сеть, Миша. И помни, если она почувствует, что ты ее ведешь, она перережет горло твоему сыну. Не буквально, но жить он после этого не захочет. Будь осторожен». Я вышел из хинкальной в серый ноябрьский день. Ветер швырял в лицо колючие капли дождя со снегом. Я достал из кармана телефон,
Нашел в списке контактов номер с золотой визитки и нажал кнопку вызова. Гудки казались бесконечными. Наконец, на том конце ответил бархатный, идеально поставленный женский голос. «Да, слушаю. Валерия, это Михаил Сергеевич, отец Никиты. Вы вчера упоминали индивидуальный портфель. Я посмотрел свои сберкнижки. Сумма приличная. Я хочу встретиться и поговорить. Без Никиты. Только вы и я. Бизнес есть бизнес, верно?» В трубке повисла короткая пауза. Я почти слышал, как в ее голове щелкают костяшки невидимых счетов. «Конечно, Михаил Сергеевич». Ее голос стал еще слаще. «Я всегда рада помочь семье. Где вам будет удобно встретиться?» «Завтра в полдень. Торговый центр у моего метро. Там есть кофейня на первом этаже. Не опаздывайте». Я сбросил вызов. Игра началась. Теперь мы посмотрим, кто кого вытащит из зоны комфорта. Понедельник выдался по-настоящему ноябрьским. Глухим, беспросветным и ветреным. Небо над городом нависло тяжелой серой плитой, придавливая людей к раскисшему асфальту. Торговый центр у станции метро встретил меня удушливой волной теплого воздуха, пахнущего дешевой ванилью, мокрой обувью и свежемолотым кофе. Я пришел за полчаса до назначенного времени. Выбрал столик в самом углу сетевой кофейни, спиной к стене, чтобы видеть весь зал и входные стеклянные двери. Привычка, въевшаяся в спинной мозг еще с 90-х годов. Заказал самый простой черный кофе. Бармен, молодой парнишка с пирсингом в брови и зелеными волосами, равнодушно пробил чек. Я смотрел на этого мальчишку и думал о Никите. О том поколении, которое выросло в сытости и тепле, за экранами гаджетов, веря, что мир вокруг них безопасен и логичен. Они не знали, как пахнет страх. Они не умели распознавать хищников, потому что никогда не ходили по темным улицам в одиночку. Она появилась ровно в полдень. Пунктуальность, вежливость королей и профессиональных мошенников. Валерия, или, как значилось в полицейских сводках, Эльвира, плыла между столиками с уверенностью хозяйки жизни. Сегодня на ней не было того глухого бежевого пальто. Строгий, но дьявольски дорогой брючный костюм мышиного цвета, шелковая блузка, тонкая золотая цепочка на шее. Она выглядела как женщина, которая каждое утро принимает решения на миллионы. Я тяжело поднялся ей навстречу, изображая суетливого, заискивающего пенсионера. «Валерия, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для старика». Она снисходительно кивнула и опустилась на диванчик напротив. Бросила на стол свою кожаную сумку. «Добрый день, Михаил Сергеевич. Я ценю решительных людей. Давайте сразу к делу. У меня через час онлайн-конференция с партнерами из Эмиратов. Вы говорили о сбережениях?» Подошла официантка. Валерия, не глядя на девушку, заказала матча-латте на кокосовом молоке. Я дождался, пока мы останемся одни, и медленно, с показным трепетом, достал из внутреннего кармана куртки старый потертый кожаный бумажник. «Понимаете, Валерия, жизнь-то прошла». Я старательно сделал голос глухим и слегка дребезжащим. «Я ведь всю жизнь на государство горбатился. А что нажил? Квартира хрущевка да грыжа позвоночная. Но есть у меня заначка. Домик в деревне продал 5 лет назад, когда мать померла, царство ей небесное. Да гараж кирпичный. Плюс похоронный откладывал. Скопилось 3,5 миллиона рублей. Лежат на депозите по смешной процент. Инфляция все жрет. А вчера я на вас посмотрел, на Никиту, и понял, пора рискнуть». В глазах женщины напротив вспыхнул тот самый хищный огонек, который я уже видел на своей кухне. 3,5 миллиона наличными — это жирный кусок. Ради него стоило потратить 20 минут своего времени.
Это очень мудрое решение. Ее голос стал бархатным, обволакивающим. Она наклонилась ко мне, обдав тем самым тяжелым медицинским парфюмом. Инфляция действительно уничтожает фиатные деньги. Наш пул инвесторов работает только со стейблкоинами, привязанными к курсу доллара. Я могу включить ваш капитал в общий транш Никиты. Вы станете VIP-инвестором. Доходность составит не менее 10% в месяц. Она достала из сумки планшет с глянцевым экраном и начала чертить какие-то графики, показывать столбики цифр, жонглировать умными словами. Я слушал эту сладкую песню, смотрел на ее идеальный маникюр и думал о тех двух парнях, которые сейчас выплачивают ее долги, живя в разрушенных судьбах. Звучит сказочно, Лерочка. Я позволил себе назвать ее ласково, как назвал бы невестку. Только страшно мне. Деньги-то последние. А вдруг этот ваш дубайский фонд, того, схлопнется? Вы мне какие-то гарантии дадите? Она мягко, но уверенно накрыла мою руку своей теплой сухой ладонью. Михаил Сергеевич, я буду вашим личным гарантом. Я оформлю с вами договор целевого займа. В случае форс-мажора я несу личную финансовую ответственность всем своим имуществом. Поверьте, мне невыгодно вас обманывать. Мы ведь скоро станем одной семьей. Я медленно убрал свою руку из-под ее ладони. Улыбка на моем лице угасла, словно кто-то выключил свет в комнате. Мышцы лица окаменели, спина выпрямилась, плечи развернулись, и уставший пенсионер исчез. Перед ней сидел старший следователь по особо важным делам. «Одной семьей, значит», — тихо, но очень четко произнес я. «Это хорошо. Я люблю семейные истории. Особенно те, где фигурирует 215-я статья Уголовного кодекса или, на худой конец, банальное мошенничество в особо крупных размерах». Валерия осеклась. Ее идеальные брови дрогнули. Она еще пыталась удержать маску благонадежности, но в ее глазах уже мелькнула холодная, змеиная настороженность. «Я не понимаю ваших шуток, Михаил Сергеевич». Я открыл свой старый портфель, лежавший на соседнем стуле, и достал плотную серую картонную папку. Без спешки развязал тесемки, вытащил первый лист, тусклую черно-белую копию паспорта. «Зовут тебя Эльвира». Я положил лист прямо на экран ее планшета, перекрыв графики доходности. «Родилась ты в 1995 году в крошечном поселке городского типа. Никакого финансового образования у тебя нет. Зато есть 2 бывших мужа». Я достал следующую бумагу. Выписку от судебных приставов. «Первый мальчик остался должен банкам 5 миллионов после вашего целевого инвестирования». Третий лист лег поверх второго. Это была копия полицейского протокола. «А второй оказался с характером. Хотел тебя посадить. Но ты, Эля, девочка сообразительная. Написала встречное заявление о побоях и вымогательстве. Разорила мужика до нитки и ушла в туман». Воцарилась такая тишина, что я слышал, как шипит кофемашина за стойкой бара. Матча латте так и остался нетронутым. Валерия смотрела на бумаги. Секунду, 2, 3. А затем произошло то, от чего мне стало по-настоящему жутко. Она не испугалась, не вскочила в панике, не попыталась оправдываться. Она медленно откинулась на спинку диванчика, закинула ногу на ногу и улыбнулась. Это была совершенно другая улыбка, без капли обаяния. Оскал сытого, уверенного в своей безнаказанности хищника. С нее словно слезла невидимая кожа, обнажив истинную суть, жесткую, циничную, прожженную хабалку с окраин, которая выучила умные слова, но внутри осталась безжалостной хищницей. «Браво, мусор!»
Ее голос изменился до неузнаваемости. Исчезли бархатные обертоны, прорезались резкие, лающие нотки. Старая ищейка взяла след. И что дальше? Что ты мне предъявишь? Мои бывшие мужья переводили деньги добровольно. Добровольно, понимаешь? Ни один суд не докажет мошенничество. У нас была любовь, а потом мы расстались. Инвестиции прогорели. Бывает. Риски рынка. С моим сыном это не пройдет. Я подался вперед, чувствуя, как внутри закипает тяжелая, темная ярость. Я тебя уничтожу. Я размажу тебя по асфальту так, что ни один адвокат не отскребет. Ты не получишь ни копейки из этой квартиры. Эльвира тихо, скрипуче рассмеялась. Она подалась ко мне через стол так близко, что я увидел лопнувший капилляр в ее левом глазу. «Ты? Меня? Старый больной охранник шлагбаума? Да ты хоть понимаешь, какой ярости будет твой сыночек, когда узнает, что ты копался в моем белье?» Она ткнула ногтем с идеальным френчем в серую папку. «Иди, беги к нему прямо сейчас. Покажи ему эти бумажки. Знаешь, что я сделаю? Я расплачусь. Я скажу ему, что в юности совершала ошибки, что бывшие мужья меня били и преследовали, а теперь его собственный отец хочет разрушить наше счастье. Я скажу ему, что ты...» Она на секунду замолчала, пробуя на вкус самое ядовитое слово. «Что ты вчера на кухне гладил меня по ноге под столом. Что ты предлагал мне свои вонючие 3 миллиона за ночь в гостинице. И что ты мстишь мне за отказ». Меня обдало ледяным холодом. Я смотрел в ее пустые, бездонные глаза и понимал. Она не блефует. Она сделает именно так. «Никита тебя ненавидит в глубине души», — добивала она ровным, безжалостным тоном. «Ты бросил его в детстве. Ты променял его на свои погоны. А я дала ему иллюзию того, что он самый сильный, самый умный и самый любимый. Он жрет эту иллюзию с рук и просит добавки. Он выберет меня. А тебя он вычеркнет из жизни навсегда. И послезавтра мы продадим квартиру». Она резким движением смахнула мои бумаги со своего планшета, закинула его в сумку и встала. «Спасибо за кофе, Михаил Сергеевич. Увидимся на сделке у нотариуса. Если, конечно, Никита захочет вас туда позвать после нашего сегодняшнего разговора». Она развернулась и пошла к выходу, чеканя шаг каблуками по мраморному полу. Я остался сидеть один в оглушительно шумном торговом центре. Руки мелкой дрожью перебирали рассыпанные по столу листы. Саня Окунь был прав на 200%. Прямая конфронтация провалилась. Я попытался напугать волка палкой, а волк просто показал мне клыки и приготовился перегрызть горло моему щенку. Я собрал бумаги в папку, застегнул куртку. В груди было пусто и гулко, как в заброшенном цеху. Если я приду к Никите с этой правдой, я потеряю сына. Если я промолчу, я тоже потеряю сына, но уже вместе с квартирой и его будущим, потому что после краха он сломается окончательно, как сломались те двое до него. Мне нужна была ловушка. Идеальная, безупречная западня. Такая, в которой эта тварь сама сорвет с себя маску, не подозревая, что Никита находится рядом. Я должен был заставить ее говорить так, как она говорила со мной сейчас. С той же грязью, с тем же цинизмом. Но как? Записать на диктофон? Глупо, она скажет, что это нейросеть или подделка. Я вышел на улицу. Ледяной ветер ударил в лицо, принося запах мокрого бетона и близкой зимы. Я стоял на остановке, смотрел на поток грязных машин и вспоминал ее слова. «Он жрет эту иллюзию с рук». Значит, надо выбить миску. Заставить ее поверить, что Никита больше не представляет ценности, что куш сорвался,
что с парня больше нечего взять. Как она отреагирует, если узнает, что квартиры больше нет, что Никита — банкрот? В моем кармане завибрировал телефон. На экране высветилось «Никита». Я нажал кнопку ответа и поднес аппарат к уху, стараясь выровнять дыхание. «Да, сынок». «Пап, привет», — голос Никиты дрожал. В нем не было вчерашней уверенности. В нем снова звучал тот самый, спрятавшийся в кладовке мальчишка. «Ты дома? Мне надо приехать. Срочно. Кажется, я натворил глупостей. Лера не берет трубку, а банк заблокировал мои счета до выяснения обстоятельств по подозрению в мошенничестве. Мне звонили из службы безопасности. Мое сердце пропустило удар. Я выезжаю к тебе домой, Никита. Никому не звони, не отвечай на незнакомые номера. Жди меня у себя». Я сбросил вызов. В голове складывался пазл. Саня Окунь, старый хитрый лис. Это он включил красные флажки по счетам моего сына, перекрыв кислород финансовой операции. Он дал мне время. Теперь у меня был инструмент и сцена, на которой мы разыграем последний акт этой грязной пьесы. Я нырнул в подземный переход, чувствуя, как во мне просыпается давно забытая, холодная и яростная энергия. Охота не закончилась. Охота только начиналась. Я ехал в пустом вагоне метро, глядя на свое темное отражение в стекле, за которым мелькали кабели и тусклые лампы тоннеля. Вагон покачивало, колеса выбивали монотонный железный ритм. Внутри меня все сжалось в тугую холодную пружину. Бабушкина двушка находилась на зеленой ветке в старом кирпичном доме сталинской постройки с высокими потолками и толстыми стенами. Когда-то, еще при жизни матери моей бывшей жены, там пахло сдобой и нафталином. Теперь это была берлога одинокого айтишника. Я поднялся на 3-й этаж пешком. В подъезде привычно пахло хлоркой и старой масляной краской, которой коммунальщики из года в год замазывали стены. Дверь оказалась не запертой. Я толкнул ее и вошел в полумрак прихожей. Никита сидел на полу в гостиной, прислонившись спиной к дорогому кожаному дивану. Вокруг него мерцали 3 огромных монитора, заливая комнату мертвенным синеватым светом. На экранах бежали бесконечные строчки кода, графики, какие-то таблицы. Но сын смотрел не на них. Он неотрывно смотрел на погасший экран своего смартфона, который сжимал 2 руками. Он был бледен, как мел. Под глазами залегли глубокие фиолетовые тени. Услышав мои шаги, он вздрогнул и поднял на меня совершенно потерянный взгляд. «Пап!» — его голос сорвался, превратившись в сиплый шепот. «Она пропала. Абонент недоступен. В мессенджерах 1 серая галочка. Я перевел задаток за оформление документов. 2 миллиона рублей со своего накопительного счета. Банк заблокировал транзакцию и заморозил все мои карты по 115-му федеральному закону. Я молча снял куртку, бросил ее на пуфик в прихожей и прошел в комнату. Опустился на пол рядом с ним. Колени хрустнули, напомнив о возрасте, но я не обратил на это внимания. 2 миллиона, тихо повторил я. Откуда у тебя такие свободные деньги на счету, сынок? Ты же говорил, у тебя все в квартиру вложено. Никита судорожно сглотнул, пряча глаза. Я взял потребительский кредит. В пятницу. Лера сказала, что для входа в дубайский пул нужен первоначальный взнос, чтобы забронировать место, пока мы продаем квартиру. Она обещала, что эти деньги вернутся с первой же прибылью через месяц. «Пап, я что, все испортил? Я неправильно заполнил реквизиты? Почему она не отвечает? Может, с ней что-то случилось? Господи, он все еще беспокоился о ней. Он сидел на краю финансовой пропасти,
обложенный долгами, с заблокированными счетами, и боялся, что его идеальная женщина попала в беду. Моя ярость на эту тварь вспыхнула с новой силой, но я глубоко вдохнул, загоняя ее обратно. «С ней все в порядке, Никита», — ровно произнес я. «Я видел ее час назад». Сын резко повернул ко мне голову. Его зрачки расширились. «Видел? Где? Зачем?» «Мы пили кофе в торговом центре». Я положил тяжелую ладонь на его дрожащее плечо. «Сынок, послушай меня внимательно. Сейчас тебе будет очень больно. Но эту боль нужно перетерпеть, как терпят, когда вскрывают гнойник. Иначе начнется заражение крови». Я не стал доставать папку из портфеля. Бумаги — это всего лишь сухой текст, печати и чужие фамилии. Для человека, находящегося в состоянии глубокой психологической зависимости, любые документы — это подделка, провокация и происки врагов. Мне нужно было, чтобы он услышал ее настоящий голос, услышал ее суть. «Ты веришь в алгоритмы, Никита?» — спросил я, глядя прямо в его воспаленные глаза. «Ты программист. Если в коде есть ошибка, программа выдаст сбой. Давай протестируем твою Леру. Создадим для нее критическую ситуацию и посмотрим, как сработает ее алгоритм». «О чем ты говоришь, пап?» Он попытался отодвинуться, но я крепко держал его за плечо. «Ты перевел деньги. Банк их заморозил по подозрению в мошенничестве. Лера увидела, что транзакция не прошла, и тут же выключила телефон, чтобы скинуть концы. Она думает, что ты под колпаком у службы безопасности. Но она не знает, что я знаю о блокировке». Я достал свой старенький кнопочный телефон, который использовал для связи по работе, и положил его на стеклянный журнальный столик между нами. «Мы сейчас позвоним ей с моего номера, и я скажу ей одну вещь. Я скажу, что на твоей работе вскрылась крупная недостача, что к тебе пришли с обыском из Управления экономической безопасности, что счета арестованы не из-за перевода, а из-за уголовного дела на тебя, и что квартиру заберут за долги компании». Никита побледнел еще сильнее. «Зачем, пап? Это же ложь. Она испугается». «Если она тебя любит, сынок», — жестко отрезал я, «она примчится сюда через полчаса с адвокатами и будет вытаскивать тебя из тюрьмы. Если она та, за кого себя выдает, она бросит все, чтобы спасти своего будущего мужа. Но если она та, кем считаю ее я, ты услышишь это сам». Он молчал. Тяжело, со свистом втягивал воздух сквозь стиснутые зубы. В комнате гудели кулеры системного блока, даже окном глухо шумел проспект. «Ты боишься», — констатировал я. «Ты боишься узнать правду. Тебе проще отдать ей квартиру и остаться на улице, лишь бы еще пару дней верить в сказку». «Звони», — вдруг хрипло выдохнул он. Глаза его наполнились слезами, но подбородок упрямо дернулся. «Звони. Ставь на громкую связь». Я кивнул. Набрал номер по памяти. За долгие годы службы я привык запоминать цифры с первого раза. Включил динамик. Пошли длинные, тягучие гудки. 1, 2, 3. Она не брала трубку. Мое сердце начало отбивать тревожный ритм. Если она сбросила сим-карту в канализацию, все пропало. Никита останется с иллюзией, что Лера просто потеряла телефон или попала в аварию. На 6-м гудке щелкнуло. «Слушаю», — раздался настороженный, холодный женский голос. Никита вздрогнул и закрыл рот обеими руками, чтобы не издать ни звука. «Валерия, это снова Михаил Сергеевич». Я заговорил быстро, сбиваясь, имитируя старческую панику и одышку. «Слава богу, дозвонился. Валерия, беда. У нас беда страшная». «Что случилось?» Ее голос моментально стал сухим и собранным. Никакого бархата. Голос оператора кризисного центра. «Никита, к нему на работу сегодня полиция пришла.
Из управления по экономическим преступлениям. Я почти кричал в трубку. Сказали, он какой-то код сломал, деньги со счетов компании украл. Все его карточки заблокировали час назад, вызывали на допрос. «Валерия, доченька, что делать? Они говорят, квартиру конфискуют в счет ущерба». На том конце повисла долгая, тяжелая пауза. Я слышал только легкое шипение эфира. Никита сидел напротив меня, бледный как полотно, и смотрел на телефон так, словно это была не разорвавшаяся граната. «Какую квартиру?» Медленно, чеканя каждое слово, спросила она. «Да эту самую, бабушкину», — заголосил я, подпуская в голос слезу. «Говорят, наложили арест на регистрационные действия. Валерия, он же к вам собирался ехать, документы подписывать». «Помогите нам, вы же юрист. У вас партнеры в Дубае, спасите мальчика». В динамике раздался короткий, презрительный смешок. «Послушай меня внимательно, старый идиот». Никита вздрогнул, словно его ударили хлыстом. Глаза его расширились от ужаса. Это был голос чужого, жестокого человека. Хабалки с окраины, сбросивший маску интеллигентности. «Какой к черту Дубай? Какие партнеры?» Ее голос сочился ядом и неприкрытым раздражением. «Твой сопляк, мало того, что нищий задрот, так еще и под следствием оказался. Арест на квартиру? Да вы оба просто мусор». «Лерочка». Я жалобно всхлипнул, стараясь удержать ее на линии. «Но как же? Любовь. Вы же жениться хотели». «Любовь?» Она рассмеялась громко, лающим, каркающим смехом. «Ты совсем из ума выжил на своей вахте? Кому нужен твой инфантильный нытик без копейки за душой? Я потратила на него 3 недели своей жизни. 3 недели слушала его сопли про тяжелое детство и папочку-героя. И ради чего? Ради заблокированных счетов?» Никита зажмурился. По его щекам покатились крупные, беззвучные слезы. Он раскачивался из стороны в сторону, обхватив колени руками. «Валерия, но у меня же есть мои сбережения!» — выкрикнул я, бросая последнюю наживку. 3,5 миллиона. Я все вам отдам, только наймите ему адвоката». Секундная заминка. Алгоритм хищника дал сбой. Жадность снова вступила в борьбу с осторожностью. 3 миллиона? Наличными? Ее голос чуть смягчился, но остался таким же циничным. «Значит так, папаша. Если хочешь, чтобы твой сыночек не сел в тюрьму, бери свои наличные и приезжай к Ленинградскому вокзалу. Через час. У меня есть выходы на следователей. Я могу все замять. Но Никиту я больше видеть не желаю. Пусть сидит в своей арестованной халупе и не высовывается. Я все понятно объяснила?» «Понятно», — прошамкал я. «К вокзалу. Через час. Буду. И без фокусов, дед. Иначе твой мальчик сгниет на зоне». Она сбросила вызов. Пошли короткие гудки. Пип, пип, пип. Я нажал кнопку отбоя и посмотрел на сына. Он больше не был взрослым мужчиной. Передо мной снова сидел тот самый 7-летний мальчик в темной кладовке, обнимающий острые коленки. Иллюзия, которой он питался последние недели, разлетелась вдребезги, осыпав его с ног до головы острыми, кровавыми осколками. Я придвинулся к нему ближе и крепко, до хруста в костях, обнял его. Прижал его голову к своему плечу. От него пахло дорогим одеколоном, но внутри он был совершенно пуст и сломан. Он зарыдал. Страшно, взахлеб, по-мужски уродливо, хватая воздух ртом и цепляясь пальцами за мою старую рубашку. Он плакал о предательстве, о собственной слепоте,
о потерянных деньгах и растоптанной надежде на тепло. «Плачь, сынок», — хрипло сказал я, гладя его по вздрагивающей спине, чувствуя, как у самого к горлу подкатывает колючий ком. «Выплакивай эту грязь. Ты живой, Никита. Ты все еще живой», — шептал я, пока он бился, в беззвучной истерике спрятав лицо у меня на груди. «Деньги мы заработаем. Квартира твоя никуда не делась». Я позвонил Сане. Помнишь дядю Саню? Он заблокировал твой счет изнутри банка, чтобы ты не успел отправить ей те 2 миллиона. Твои деньги целы. Ты просто шагнул в пропасть, но мы успели тебя поймать. Он поднял на меня красные опухшие глаза. В них плескалась такая растерянность, что мне захотелось найти эту тварь и собственными руками задушить ее в подворотне. «Пап, это все правда?» Его голос срывался на фальцет. «Про Сашку? Про блокировку?» Я кивнул. Достал из внутреннего кармана серую картонную папку и положил ее рядом с остывшим телефоном. «Правда. Открой. Посмотри, во что ты чуть не вляпался». Никита дрожащими руками развязал тесемки. Он долго, мучительно долго вглядывался в черно-белые копии паспортов, в выписки приставов, в сухие протоколы о мошенничестве. Я видел, как бегают его глаза по строчкам, как дергается кадык при сглатывании. Он читал историю 2 таких же, как он, ослепленных и раздавленных парней, которых эта женщина выпотрошила и выбросила на обочину жизни. В тишине комнаты, нарушаемой лишь гулом вентиляторов в системном блоке, раздался короткий истеричный смешок. «Дубайский пул». Он уронил листы на пол, схватился обеими руками за волосы. Каким же я был кретином! Господи, папа, как я мог быть таким слепым? Я же программист, я алгоритмы пишу, я баги нахожу за секунды, а тут я же видел, что что-то не так, я чувствовал. Но мне так хотелось верить, что я кому-то нужен. Всем нам хочется, сынок. Я тяжело поднялся на ноги. Спина отозвалась тупой болью, но сейчас было не до нее. Но хищники именно этим и питаются, нашей пустотой и одиночеством. Они заполняют ее собой, а потом выставляют счет. Я подошел к окну. За стеклом собирались тяжелые свинцовые сумерки. Город зажигал желтые огни фонарей, проступающие сквозь пелену ледяного дождя. «Что мы будем делать теперь?» — глухо спросил Никита из-за спины. «Она ждет тебя у вокзала. С 3 миллионами. Если ты не приедешь, она догадается, что мы все знаем. Она просто исчезнет. Сменит паспорт, номер, найдет новую жертву». Я повернулся к нему. Лицо моего сына изменилось. Слез больше не было. На смену растерянности и боли приходила холодная, злая сосредоточенность. Он уже не был испуганным мальчиком. В нем просыпалась моя милицейская кровь. «Она не исчезнет», — я криво усмехнулся. «Жадность, сынок, — это порок, который не лечится. Она почуяла кровь. Она думает, что ты под следствием, а я старый, насмерть перепуганный идиот с мешком наличных, готовый отдать все ради спасения кровиночки. И я к ней поеду». Никита вскочил на ноги. «Я поеду с тобой». «Нет». Я подошел к нему и положил руки ему на плечи, глядя прямо в глаза. «Ты останешься здесь. Ты будешь сидеть тихо, как мышь под веником. Никому не звонить, не отвечать на сообщения, даже если она вдруг решит проверить легенду. Твоя задача — быть призраком. Если она увидит тебя живым, здоровым и не арестованным, план рухнет». «Какой план, папа? У тебя нет 3 миллионов. У тебя даже половины этой суммы нет». Он перешел на отчаянный шепот. «Зато у меня есть кое-что посерьезнее резаной бумаги. У меня есть друзья».
Я достал свой старый кнопочный аппарат и набрал номер Сани Окуня. Гудки шли недолго. «Сань, это я», — коротко бросил я в трубку. Рыбка клюнула. «Встреча через час у Ленинградского. Нужна кукла». «Да, жирная. 3,5 единицы. И пару твоих ребят для массовки, если она с группой поддержки придет. Успеешь?» В трубке раздался хриплый смех Окуня. «Обижаешь, начальник? Будет тебе кукла. Как в старые добрые, в 98-м, помнишь? Жди меня у памятника. Я сейчас вышлю машину». Я отключился и посмотрел на сына. «Что такое кукла?» — спросил Никита, нервно поправляя очки. «Это милицейский реквизит, сынок. Пачка настоящих купюр сверху, пачка снизу, а между ними аккуратно нарезанная газетная бумага, проложенная специальным порошком. Если она возьмет эти деньги из моих рук в обмен на обещание отмазать тебя от несуществующего уголовного дела, это уже не гражданско-правовые отношения. Это статья 159, часть 4. Мошенничество в особо крупном размере. И задокументировано это будет по всем правилам оперативной игры. Никита смотрел на меня так, словно видел впервые в жизни. В его глазах смешались восхищение и страх. «Пап, а если она придет не одна? Если у нее там крыша?» В этом бизнесе, сынок, крыши сливают своих подопечных при первой же угрозе реального срока. Они смелые только с одинокими айтишниками в кофейнях. Я надел куртку, тщательно застегнул все пуговицы. В прихожей пахло сыростью. «Закрой за мной дверь. И помни, ты сегодня пустое место. Тебя нет. Ты сидишь в камере на допросе. Понял?» Он кивнул, сжимая кулаки. «Береги себя, пап. Пожалуйста». Я потрепал его по плечу и вышел в холодный подъезд. Лестничные пролеты отзывались гулким эхом на каждый мой шаг. Внутри меня разворачивалась знакомая тугая спираль адреналина. Спина перестала болеть, глаза стали зорче. Я снова был опером уголовного розыска, выходящим на задержание особо опасного хищника. Площадь 3 вокзалов встретила меня привычным хаосом, слякотью и оглушительным шумом. Толпы людей текли во всех направлениях, словно муравьи. Запах шаурмы, выхлопных газов и мокрого асфальта въедался в ноздри. У памятника, прямо под фонарем, стоял неприметный черный внедорожник. Окно со стороны пассажира медленно опустилось. Саня Окунь кивнул мне, приглашая внутрь. В салоне пахло дорогим табаком и автомобильным освежителем. На заднем сиденье сидели 2 крепких, коротко стриженных парней в неприметных серых куртках. Они профессионально сканировали площадь цепкими взглядами. «Знакомься, Миша», — Окунь кивнул на парней. «Это мои ребята из безопасности. Официально они тут ни при чем. Но если девочка решит поиграть в гангстеров или попытается выхватить сумку и убежать, они быстро объяснят ей законы физики». Саня достал из-под сиденья пухлый черный полиэтиленовый пакет. «Держи. 3,5 миллиона. Верхние 5 купюр по 5000, меченые спецсоставом. Светятся в ультрафиолете ярко-зеленым. Внутри пакета установлен микрофон с GPS-трекером. Как только она возьмет пакет в руки, скажи кодовую фразу. «Это все, что у меня есть. Спасите сына». Это будет сигнал для ребят. Я взял пакет. Он был тяжелым и плотным. Бумага внутри шуршала совсем как настоящие деньги. «Сань», — я посмотрел в глаза старому другу, — «у нас ведь нет официальной санкции. Это самодеятельность чистой воды. Если что пойдет не так, нас с тобой на пенсию не отправят. Нас самих закроют за самоуправство». Окунь усмехнулся, обнажив прокуренные зубы. «Миша, я на пенсии, ты на пенсии.
А у меня в городском управлении уголовного розыска сидит мой бывший стажер на должности начальника убойного отдела. Он в курсе. Он дал добро на контрольную закупку, но неофициально. Если мы принесем ему эту мадам с меченными деньгами в руках и записью ее вымогательства, он нам премию выпишет из своего кармана. Ему палки по крупным мошенникам ой как нужны. Я кивнул. Все сомнения отпали. Рубикон пройден. «Где она?» — спросил я, глядя на часы. До назначенного времени оставалось 10 минут. Окунь достал планшет. Ее номер засветился на базовой станции возле Ленинградского вокзала. Она где-то рядом. Ждет. Наблюдает. Я пошел. Я вылез из теплой машины в стылую московскую слякоть. Прижал черный пакет к груди, сутулил плечи, напустил на лицо выражение затравленного, раздавленного горем старика. Походка стала шаркающей. Я медленно шел сквозь толпу, озираясь по сторонам, как испуганная дворняга. Она позвонила ровно в условленный час. Мой старенький кнопочный аппарат зажужжал в кармане. «Алло», — прохрипел я, отвечая на звонок. «Ты один?» Голос Валерии был холодным и отрывистым. «Один». «Как вы сказали?» «Валерия, ради бога, где вы? Я деньги привез. Видишь павильон с шаурмой возле выхода из метро? Иди за него. Там темный переулок, ведущий к служебным путям. Жду тебя там. И только попробуй выкинуть какой-нибудь фокус». Она отключилась. Я бросил взгляд в сторону черного внедорожника. Саня Окунь едва заметно кивнул мне из-за темного стекла. Ребята на заднем сиденье уже надевали неприметные капюшоны. Я пошел к павильону. Сердце билось ровно и тяжело, как метроном. Я нырнул в узкий, слабо освещенный переулок за ларьком. Здесь воняло гнилой капустой и мочой. Под ногами хрустел грязный лед. Тусклый фонарь выхватывал из темноты обшарпанную кирпичную стену и ржавые мусорные баки. Она стояла у стены, кутаясь в свое дорогое бежевое пальто. На лице ни грамма косметики, волосы убраны в тугой пучок. Никакого гламура. Сейчас она выглядела как обычная вокзальная шкура, пришедшая за дозой. Рядом с ней стоял высокий плечистый мужик в кожаной куртке. Ее крыша или подельник. Лицо мужика скрывала натянутая на самые глаза вязаная шапка. Я остановился в 3 шагах от них, прижимая пакет к груди, изображая крупную дрожь в коленях. «Принес?» — резко спросила она, делая шаг вперед. От нее больше не пахло дорогим парфюмом. От нее пахло страхом и жадностью. «Принес», — заикаясь, ответил я. «Валерия, доченька, что с моим мальчиком? Его отпустят?» Она презрительно скривилась. «Твой щенок сидит в обезьяннике и сопли на кулак наматывает. Следователь просит 3,5 ляма за то, чтобы дело потерялось в столе. Давай сюда, бабки старый. И быстро. У меня нет времени с тобой тут сопли жевать». Мужик в кожанке сделал угрожающий шаг ко мне, пряча руки в карманах. «Покажите деньги», — хрипло бросил он. Я дрожащими руками развернул горловину пакета. Тусклый свет фонаря упал на пачки 5000-ных купюр, аккуратно перетянутых банковскими резинками. Глаза Валерии расширились. В них отразился весь ее животный, первобытный голод. Она протянула руки, покрытую идеальным маникюром, к пакету. «Это все, что у меня есть». Громко, четко, прямо в спрятанный микрофон произнес я кодовую фразу. «Спасите моего сына». Ее пальцы сомкнулись на черном полиэтилене. Она дернула пакет на себя с такой силой, что я едва не упал. «Забудь своего щенка, мусор!» — прошипела она, прижимая пакет к груди с плотоядной улыбкой. «Ты проиграл!» И в эту секунду переулок взорвался. Из-за мусорных баков выросли 2 серые тени. Вспыхнул ослепительный луч мощного тактического фонаря, ударив Валерии прямо по глазам. «Стоять! Уголовный розыск!
Руки на капот, мордой в стену!» — рявкнул металлический поставленный голос одного из парней Сани Окуня. Мужик в кожанке дернулся было бежать, но второй оперативник уже сбил его с ног мощной подсечкой, заломив руки за спину с характерным хрустом суставов. Мужик взвыл, утыкаясь лицом в грязный лед. Валерия застыла, ослепленная фонарем, все еще прижимая к груди черный пакет с резаной бумагой. Ее рот беззвучно открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Идеальная хищница наконец-то попала в капкан. Я выпрямился, сбросил с себя маску жалкого старика, подошел к ней вплотную, глядя в ее расширенные от ужаса зрачки. «Ты права, Эля», — тихо сказал я, доставая из кармана ультрафиолетовый брелок и направляя его на ее руки. Пальцы мошенницы светились ядовито-зеленым светом спецсостава. Я — старый мусор. А мусор всегда должен быть на свалке. Вместе с такими, как ты. Переулок озарился пульсирующим светом. Красно-синие всполохи мигалок запрыгали по грязным кирпичным стенам, отражаясь в лужах и талом снегу. Из-за угла, скрипя тормозами, вылетел полицейский УАЗик. Тот самый, настоящий, с нарядом из дежурной части, который вызвал Санин стажер из городского управления. Эльвира стояла, прижатая лицом к шершавой стене ларька. Один из оперативников жестко фиксировал ее руки за спиной, защелкивая стальные браслеты. Она больше не кричала. Ее трясло. Идеально уложенный путек растрепался, несколько прядей прилипли к потному, бледному лицу. Дорогое бежевое пальто испачкалось в вокзальной грязи. Ее подельник, хрипя и отплевываясь кровью из разбитой губы, уже лежал на полу УАЗика. К нам подошел молодой капитан в форме. Козырнул Сане Окуню, словно тот все еще носил полковничьи погоны, пожал мне руку. «Красиво сработано, отцы!» — капитан кивнул на брошенный на снег черный пакет с меченными бумажками. «Аудиозапись вымогательства на флешке?» «Так точно, товарищ капитан». Устало, по-уставному ответил я, доставая из внутреннего кармана диктофон. «Там все. И про 3 миллиона, и про вымышленное уголовное дело, и про обещание закрыть вопрос со следователем. Статья 159, часть 4, в особо крупном. Плюс, скорее всего, группа лиц по предварительному сговору». Капитан довольно крякнул. Для него это была не просто раскрытая махинация. Это была палка федерального масштаба, звезда на погоны и премия к Новому году. Эльвира медленно повернула голову. Ее глаза, в которых еще час назад плескалось превосходство хищницы, теперь были абсолютно пустыми. Волчица попала в капкан и поняла, что отгрызть лапу не получится. Охотник оказался хитрее. «Старая мразь!» — выплюнула она сквозь стиснутые зубы. Голос ее был сиплым, сорванным. «Ты все равно сдохнешь в своей будке охранника, а твой щенок так и останется ничтожеством». Я подошел к ней. Встал так близко, что почувствовал кислый запах ее страха. «Возможно», — спокойно ответил я, глядя прямо в эти мертвые глаза. «Я старый, больной человек. Мой век уходит. Но мой сын будет жить. Он будет строить программы, растить детей и дышать полной грудью. А ты ближайшие лет 7 будешь шить рукавицы в женской колонии где-нибудь под Мордовией. И когда ты выйдешь оттуда, постаревшая, с гнилыми зубами и желтой кожей, ты поймешь, что твоя жизнь прошла мимо. Заберите ее, капитан. Мне брезгливо с ней рядом стоять». Двери автозака захлопнулись. Машина взревела мотором и растворилась в московской слякоти, увозя с собой весь этот морок, всю ту грязь, которая едва не поглотила мою семью. Саня Окунь подошел сзади,
Тяжело хлопнул меня по плечу и протянул раскрытую пачку сигарет. «Куришь?» Бросил 10 лет назад. Я машинально вытянул одну сигарету и зажал ее губами. Саня чиркнул дешевой зажигалкой. Огонек осветил наши постаревшие, изрезанные глубокими морщинами лица. Мы стояли в грязном вокзальном переулке, курили крепкий табак и молчали. В этом молчании было все. И облегчение, и горечь прожитых лет, и то особое милицейское братство, которое не ржавеет даже на пенсии. Адреналин начал отпускать. На его место приходила свинцовая, сокрушающая усталость. У меня задрожали колени, а в поясницу словно вбили ржавый гвоздь. «Спасибо тебе, Саня», — выдохнул я вместе с сизым дымом. «Сочтемся, Миша. Поехали. Я тебя до метро подброшу. Тебя ведь там пацан ждет». Дорога назад казалась бесконечной. Я сидел в пустом, ярко освещенном вагоне метро. Смотрел на мелькающие черные провода в тоннеле и чувствовал себя так, словно меня пропустили через мясорубку. Сердце колотилось где-то в горле, ладони стали ледяными и влажными. Только сейчас до меня начало доходить, по какому тонкому льду мы прошли. Один неверный шаг, одна случайность, и мы бы потеряли все. Когда я открыл дверь в квартиру сына, там стояла оглушительная тишина. Не гудели даже мощные кулеры его компьютеров. Никита сидел на кухне. Один. В полной темноте. Только тусклый свет уличного фонаря падал сквозь окно на старый, покрытый клеенкой стол. Сын сидел сутулившись, обхватив голову руками. Перед ним стояла остывшая кружка с чаем. Я тихо закрыл входную дверь, снял куртку и прошел на кухню. Щелкнул выключателем. Тусклая желтая лампочка под потолком заморгала и залила комнату бледным светом. Никита поднял голову. Он выглядел так, словно постарел лет на 10 за эти 3 часа. «Пап», его голос был тихим, надломленным. «Ты вернулся». Я подошел к раковине, долго тщательно мыл руки с хозяйственным мылом, смывая с себя вокзальную грязь, запах дешевого табака и прикосновение чужого предательства. Вытер руки вафельным полотенцем, подошел к столу и сел напротив него. «Все кончено, сынок». Я накрыл его холодные дрожащие пальцы своими широкими ладонями. «Она в камере. Завтра будет суд по мере пресечения. Следователь сказал, доказательств столько, что ее закроют в СИЗО до самого приговора. Никаких дубайских инвесторов больше нет. Твоя квартира при тебе, твои деньги на счету. Банк снимет блокировку в понедельник утром». Он слушал меня, и я видел, как в его глазах что-то ломается. Иллюзия, в которой он жил последние недели, окончательно рассыпалась в пыль. Это больно. Это всегда безумно больно, когда хирургическим путем удаляют опухоль, прикипевшую к самому сердцу. Он не кричал. Он не бился в истерике, как там, в комнате. Он просто опустил голову на сложенные руки, и его плечи затряслись от беззвучных тяжелых мужских рыданий. Я не стал его успокаивать. В таких случаях слова не работают. Я просто сидел рядом, тяжело дыша, и слушал, как за окном воет ноябрьский ветер. «Пойдем покурим», — хрипло сказал я минут через 10, когда его плечи перестали вздрагивать. Мы вышли на узкий незастекленный балкон, в лицо ударил ледяной воздух. И тут я увидел, как в свете дворового фонаря кружатся белые пушистые хлопья. Пошел первый настоящий снег. Он падал на грязный асфальт, на крыши припаркованных машин, на ржавые трубы котельной, укрывая этот уставший серый город чистым, спасительным саваном. Никита облокотился на холодные металлические перила. Он смотрел вниз на заснеженный двор и молчал. Я встал рядом, опираясь на локти. Мы стояли плечом к плечу.
Два одиноких мужика, отец и сын, которые слишком долго не умели разговаривать друг с другом. «Я ведь знал, пап», — вдруг тихо произнес он, не поворачивая головы. Голос его звучал глухо, но уже без надрыва. Где-то очень глубоко внутри, под коркой, я знал, что она врет. Что так не бывает. Что нельзя за 2 недели стать для человека центром вселенной, если ты просто обычный программист с пузиком и плохим зрением. «Не наговаривай на себя», — я мягко толкнул его плечом. «Ты красивый, умный парень. Гордость моя». «Я трус, пап. Я видел, как она отрезает меня от друзей, как она злится, когда я звоню тебе. Я видел, как она смотрит на документы от квартиры, так, словно это не кирпичи и бетон, а кусок свежего мяса. Но я молчал, потому что мне до одури, до судорог хотелось верить, что меня можно любить просто так, что я кому-то нужен. Когда она гладила меня по голове и говорила, что я гений, я был готов отдать ей все. Свою жизнь, свои деньги, свою душу, лишь бы она не уходила. Он повернул ко мне лицо. На его щеках таяли снежинки, смешиваясь со следами высохших слез. «Прости меня, папа, за то, что я чуть не предал тебя. За то, что я верил ей, а не тебе. Если бы не ты, я бы сейчас стоял на этом самом балконе и думал, как сделать шаг вниз». У меня перехватило горло. Тот самый мальчик из темной кладовки, он никуда не исчез, он просто вырос и спрятался за 3 мониторами, спасаясь от жестокого мира в строчках программного кода. Я шагнул к нему, обхватил его обеими руками и прижал к себе, крепко, как в тот день в холодном трамвае. Моя щека коснулась его жестких волос. «Тебе не за что просить прощения, сынок», — прошептал я, чувствуя, как у самого щиплет глаза. «Ты искал любви. В этом нет преступления. Просто ты перепутал любовь с профессиональным гипнозом. Мы все ошибаемся. Я вот тоже. Я ведь всю жизнь винил себя за то, что не уберег тебя тогда, в детстве, что поздно забрал, что мало книжек читал на ночь, все по засадам да по дежурствам прыгал». Никита обнял меня в ответ. Его руки, руки взрослого, сильного мужчины, сжались на моей спине. «Ты лучший отец, пап. Самый лучший. Ты всегда приходил, когда было по-настоящему страшно. Мы стояли на балконе, засыпанные первым снегом, и молчали. Это было правильное, лечебное молчание. Словно гнойник наконец-то прорвался, рана очистилась, и теперь ее начало стягивать чистой, здоровой тканью. Город вокруг нас засыпал, укрываясь белым одеялом. Гул проспекта стих. Я отстранился, похлопал его по плечам. Заглянул в покрасневшие, уставшие, но уже живые глаза. «Ладно, сырость развели». Я попытался улыбнуться, хотя губы слушались плохо. Смахнул снег с его плеча. «Пойдем в дом. Заболеем еще, а у меня полис просрочен». Мы вернулись на кухню. Там было тепло и пахло старым чаем. Никита стянул очки, протер их краем рубашки. И тут во мне проснулся тот самый глубинный, неискоренимый русский родительский инстинкт, который не вытравить ни годами, ни расстояниями. Инстинкт, который заменяет нам все слова любви, все извинения и все клятвы. «Слушай». Я открыл дверцу его пустого холостяцкого холодильника, в котором одиноко лежали кусок засохшего сыра и банка горчицы. «Ты ел вообще сегодня что-нибудь?» Никита моргнул. Слабая, робкая, но абсолютно искренняя улыбка коснулась его губ. «Нет, пап. Со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не было». Я решительно захлопнул холодильник. «Одевайся. Там, на углу у метро, круглосуточная хинкальная есть. У меня там друг работает, Саня Окуй, может, помнишь такого. Он нас сейчас так накормит, что до послезавтра сыты будем.
«Пошли, сынок, жизнь продолжается». Он кивнул, надел куртку, и мы вместе вышли в снегопад. Прошло 2 месяца. Зима вступила в свои законные права. Морозы ударили крепкие, настоящие, сковав город ледяным панцирем. Но в моей старой хрущевке было жарко. Батареи, как всегда, шпарили на убой. Был обычный вторник. У меня выдался выходной на моей вахте, и я с самого утра возился на кухне. Подтекал старый сифон под раковиной. Я лежал на спине, постелив старую газету, и матерился сквозь зубы, пытаясь открутить прикипевшую пластиковую гайку газовым ключом. В прихожей щелкнул замок. Дверь открылась, впуская в квартиру клуб морозного пара и запах свежего хлеба. «Пап, я дома!» — раздался бодрый голос Никиты. Он зашел на кухню, румяный с мороза, в смешной вязаной шапке. В руках у него был тяжелый бумажный пакет с продуктами. «Опять сантехнику мучаешь?» Он поставил пакет на стол, снял куртку и бросил ее на табуретку. «Давай я. У меня пальцы тоньше, я везде пролезу». Я, кряхтя, выбрался из-под раковины, отряхнул спортивные штаны. «Да куда тебе, программисту, в канализационные трубы лезть? Иди руки мой, чайник горячий». Но Никита уже засучил рукава дорогого джемпера, перехватил у меня ключ и нырнул под раковину. «Не бурчи, майор. Код писать — это тебе не гайки крутить, тут смекалка нужна», — донесся его приглушенный голос снизу. Я прислонился к подоконнику, скрестил руки на груди и смотрел на своего сына. За эти 2 месяца он сильно изменился. Пошел в спортзал, немного сбросил вес. В его взгляде появилась какая-то новая, спокойная уверенность. Он больше не сутулился, прячась от мира. Мы не говорили о той ноябрьской ночи. Не вспоминали Эльвиру, которая сейчас ждала суда в тесной камере женского изолятора. Эта страница была перевернута и сожжена. Мы просто начали жить. По-новому. Без надрыва, без громких слов. Никита стал заезжать ко мне 2-3 раза в неделю. Просто так, без повода. То продукты привезет, то новый роутер настроит, то просто посидим на кухне, посмотрим старый фильм по телевизору. Из-под раковины раздался победный клич, и Никита вылез, держа в руках открученную пластиковую деталь. «Готово! Я же говорил, алгоритм решает все!» Он пошел мыть руки в ванную, а я подошел к столу и начал разбирать пакет. Хорошая колбаса, сыр, свежий батон с хрустящей корочкой, пачка моего любимого листового чая. И маленький аккуратный пакетик с эклерами. Теми самыми, которые мы любили покупать еще в его детстве, когда я водил его в парк по выходным. Я достал чашки, включил чайник. За окном мерно гудело шоссе, по стеклу скользили желтые отблески фар. На душе было тихо и светло. Никита вернулся на кухню, вытирая руки полотенцем. Сел на табуретку, отломил кусок свежего хлеба и с аппетитом откусил. «Пап», — вдруг сказал он, глядя на меня поверх кружки с чаем, «а поехали на выходных на рыбалку? Я тут базу одну нашел. Зимняя ловля, домик теплый. Дядю Саню позовем. Посидим, помолчим на лунке. А?» Я замер с заварочным чайником в руке. Посмотрел на сына, на его живое, родное лицо. «На рыбалку? Зимой?» Я усмехнулся, чувствуя, как морщины вокруг глаз собираются в теплую, настоящую улыбку. «А поехали, сынок, поехали. Только одевайся теплее». Я налил ему чай, горячий, крепкий. Мы сидели на тесной кухне панельной пятиэтажки, пили чай с заварными пирожными и молчали. Но теперь это было не молчание отчуждения. Это было молчание людей, которые точно знают, что бы ни случилось, как бы сильно ни ударила жизнь, им больше никогда не придется в одиночку прятаться в темной кладовке. Связь работала. 1, 2, 3. «Я здесь, сынок.
Я всегда буду